Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех наших телезрителей у экранов не только телевизоров, но также смартфонов. У нас есть мобильное приложение, в котором можно смотреть прямые эфиры, называется НВК Саха. Ну и, конечно, сегодня в здании НВК Саха и, соответственно, в студии Дарья Анкехова, Руслан Ачиров. Мы приветствуем вас в это утро вторника и желаем всем отличного настроения. Ну и по нашей старой доброй традиции давай непосредственно расскажем нашим телезрителям, что ждет нас сегодня в течение утреннего эфира. С огромным удовольствием. Ну, во-первых, мы сегодня узнаем, что... Мы не только сегодня узнаем, вообще. Мы знаем, что Якутия готовится к празднованию столетия ЕАССР. С какими достижениями встречают эту дату алданские железнодорожники. Также мы познакомимся с одной очаровательной девушкой, с необычной для девушки профессией. Дело в том, что она сварщик, и живет она в Момском районе. Мы познакомимся с ней, с той девушкой, которая выбрала себе на самом деле не женскую профессию. Обязательно побываем сегодня на открытии фонтана в Петергофе и поднимемся вместе с молодым десантом на потухший вулкан Балаган-Тас и увидим с высоты птичьего полета знаменитые Момские хребты. Ну а также по традиции мы напоминаем, что работаем мы в прямом эфире и работаем вместе с вами, с вашей помощью. Создаем эфир, отправляйте ваши сообщения, предложения, поздравления на наш номер 8 914 273 44 88. Ну а также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы можете также отправлять поздравления. Для того, чтобы его найти в телеграме, достаточно слитно написать «Утро Якутии». Ну и, конечно, Да, добро пожаловать. Да, мы хотим, чтобы нас стало как можно больше. И, конечно, все самые яркие моменты, они все у нас в Телеграме. Основные актуальные новости все в Телеграме. Поэтому присоединяйтесь, мы будем рады. Ну что, сейчас самое время узнать, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 6 градусов. В заречной группе улусов 3-9 ниже 0. В южных районах 8-10 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе минус 4, минус 8. В Нижнеленских 6-11 холода. В западных районах 1-6 ниже 0. В Колымендигирской группе улусов минус 3, минус 18. В Янских 8-3 градусов со знаком минус. На северо-западе 6-27 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 5 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 6 градусов. Даша, как ты думаешь, вот профессия, специальность оборудование и технология сварочного производства – это профессия женская? Знаешь, в современном мире, мне кажется, для девушек нет ничего невозможного. И работать вот тем самым сварщиком, да, вроде бы, казалось бы, да, сложно. На самом деле, сегодня мы познакомимся с девушкой из Момского улуса, которая работает сварщиком, и причем неплохо с этим справляется. Да. На сегодняшний день у нас очень много разных экономистов, бухгалтеров, а также тех, кто предлагает свои услуги красоты. Кто-то что-то считает, сводит дебет, скребет там, кто-то делает реснички, кто-то делает ноготочки. Но между тем профессия сварщика, она несколько недооценена. Но если подумать, если действительно преуспеть в этом деле, то можно очень даже неплохо заработать. Особое недоумение вызывают девушки, которые решили связать свою жизнь с этой профессией. Сегодня, друзья, в рамках нашей программы я хочу вас познакомить с замечательной девушкой, которая не боится варить борщи, а также варить заборы. Юлия Корякина расскажет мне, покажет и, я думаю, научит. Так что все пошли. Ну что, друзья, на сегодняшнюю программу это наше место съемки. А вот и главная героиня. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем знакомство. Это ваш кабинет, офис, гараж, место вашей работы. Вообще, расскажите, с чего все началось? Почему такая хрупкая девушка решила заняться таким вот, ну, как многие считают, мужским видом деятельности? Ну, я решила это сперва любительский было, просто там немножко взять те же эти сварщики. Из-за этого там любопытство. Потом какое-то время прошло, и вот когда вот за детьми, когда выросли, я поехала там учиться.
на сварщика. Это прям было ваше решение? Да. Прям хотели в дальнейшем свою Да, деятельность да. связать? Через центр занятости. Они оплатили, и я 4 месяца доучилась. Как давно вы этим занимаетесь? Что, только начала. Какие успехи? Вот это вот, я так понимаю, уже результат вашей работы? Ага. Вот этот сани, который на буране. Сколько у вас ушло времени? Вы полностью все сделали? Ага, полностью сама. 2 дня. У вас 2 сына. Нет, 5 сыновей. 5 сыновей, ну просто двое нас встретили. Ваши мужчины, вашей семьи, как они восприняли вашу деятельность, ваш род занятий? Не, отлично. Сами учатся здесь. Старший уже варит самостоятельно. Старшим сколько лет? 20 лет. А до этого чем занимались? До этого, с детьми сидела. И до этого чумоработницей работала в стадии. Она ничего не делает. Делает. Ой. Медленно, медленно. Получилось? У меня получилось! Я просто растерялась. У-ля-ля! Друзья, вы должны видеть результат моей работы. Я, конечно, вижу, что это не идеально, это не настолько прекрасно, как это должно быть на самом деле. Но вот как вы можете на первый раз оценить вот это? Нормально. Все. Хорошо, отлично. Нормально. В год столетия ЕССР благотворительный фонд поддержки детей с инвалидностью Харысхал запускает акцию «100 добрых друзей». Основная цель акции — в течение года максимально помочь продуктовыми наборами нуждающимся, неполным и многодетным семьям, воспитывающих детей с инвалидностью. И сегодня у нас в гостях Екатерина Винокурова, руководитель пресс-службы фонда Харысхал. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, доброе утро. Акция называется «Умножай добро на 100». Вот это такой слоган, да, вашей акции. Да. В чем суть и кто может принять участие? Принять участие может любой желающий. Все, что необходимо, это связаться с нами через колл-центр фонда по номеру 8 914 2 705 887. Наш фонд выступает таким связующим, то есть волонтеры, добровольцы обращаются к нам, мы находим семьи, которым необходима помощь, и им необходимо собрать продуктовые наборы. Желательно это продукты долгого хранения. Вот, и по желанию они могут дополнить, чем хотят. Например, на прошлой неделе к нам выходили уже первые заявители, кто хочет помочь. Они, например, хотят дополнить наборы канцелярскими принадлежностями либо игрушками. То есть приносим все в виде товаров только? Нам ничего не приносим, то есть мы связуем. Мы то есть напрямую человек едет уже в семью? Да, да. То есть можно взять несколько семей, можно взять одну семью. Мы связываем и направляем добровольца. А период, в который можно посещать будет эти семьи, это кто координирует? То есть сам человек созванивается, да, или вы? Мы координируем, да, то есть мы согласовываем, когда можно приехать, и дальше уже добровольцы, волонтеры сами привозят продукты. Благотворительный фонд Харысхал проводит большую работу по психологической и правовой, да, поддержке детей. Но, как говорится, чтобы помогать, нужно от кого-то получать. Кто вас поддерживает? Все наши проекты поддерживает Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Все, что мы реализуем, это благодаря им. Также у нас есть проекты, которые реализуются совместно с нашими партнерами, то есть благотворителями теми же, кто может предоставить нам подарки, либо провести мероприятие какое-то совместно. Ну и, конечно же, у нас есть люди, которые направляют нам пожертвования целенаправленно, приводя нам деньги. Мы знаем, что у вас очень много добрых традиций, да? Одна из них — это подарки обязательно на Новый год, да, ребятишкам, которым это необходимо, да? Также тележка добра у вас была, да? Вот если все-таки я хочу помочь либо разово, либо стать на постоянной основе, да, вашим волонтером, у нас вообще много таких?
Желающих, да, конечно, много. Наблюдается основной поток, конечно, на Новый год, но в течение года тоже к нам приходят добровольцы, желающие помочь. Повторюсь же опять, подарками, провести какое-то мероприятие, бесплатный мастер-класс. Очень часто к нам обращаются студии различные творческие. Вот. И, конечно же, встречи с родителями, тоже проведение каких-то дополнительных встреч, мастер-классов, либо вдохновляющих встреч. Фонд Харысхал внедряет новые формы адресной помощи детям с инвалидностью, детям с ОВЗ. Вот в чем она заключается? То есть раньше это могла быть просто адресная помощь, когда можно было направить средства в наш фонд. Сейчас у нас появилась очень классная штука, называется подписка на добро. То есть вы можете в любой момент оформить подписку на нашем сайте за 150 рублей. И каждый месяц автоматически средства будут списываться с вашей карты банковской. Вот, соответственно, вы не должны каждый день что-то вспоминать, отправлять нам деньги. Просто вам будет приходить сообщение, что спасибо, вы помогли фонду Харысхал. Вот так, да? Ну, то есть и интересно у вас, да, и акции, и различные мероприятия, да? Вы развиваетесь, да? Да. А вот ведете ли какой-то определенный вы, ну, как сказать, подсчет, да? Или вот, ну, скольким людям вы помогли? Вообще у нас есть база данных семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Там насчитывается более 2500 семей. Это по всей республике. Фонд работает по всей республике. Вот акция, например, 100 добрых друзей, она действует у нас только в городе Якутске, но могут и подключиться в районах. Да. А у нас есть 10 филиалов по республике, которые тоже активно ведут свою деятельность и представляют наш фонд и поддерживают как свои мероприятия, так и наши. А скажите, а если вот среди волонтеров вообще идет какой-то как поток, допустим, да, добровольцев, или есть все-таки какой-то костяк, который всегда уже на протяжении многих лет, допустим, помогает? Ну, это студенты наших колледжев, институт психологии очень много нам помогает, практиканты приходят, то есть это вот основной поток. Во время, конечно, пандемии у нас немного это приостановилось, потому что не было момента контактов, но все равно всегда отзывчивые звонят, пишут нам в социальных сетях, спрашивают, чем вам помочь, что, как к вам можно обратиться. То есть мир не без добрых людей? Вообще ни разу. Всегда обращаются к нам, и нам очень приятно то, что нас не забывают, нам доверяют и прям по всем вопросам нам пишут. Екатерина, у нас буквально 20-15 даже секунд. Вы можете, пользуясь моментом, призвать волонтеров, чтобы они к вам обратились. Мы будем очень рады, если вы поможете нам, примите участие в акции «100 добрых друзей» и приумножите свое добро в десятки, в сотни раз. Номер телефона? Колл-центр 8 914 2 705 887. Спасибо большое, Екатерина. Мы вас благодарим за то, что вы посетили наш утренний эфир. Ну, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Ледовая переправа регионального значения Амга-Усть-Мая закрыта с 15 апреля в Амгинском районе. Для предупреждения происшествий на воде проводят комплекс мероприятий. Проверяют места выхода на лед, перекрывают возможные выезды на реку. На ледовых переправах сотрудники ГИМС, ГИБДД и члены админкомиссии ведут патрулирование. В данное время толщина льда примерно 90 сантиметров. При этом лед с каждым днем становится тоньше. Поэтому беседы с водителями и рейды идут в усиленном режиме. Толщина льда сейчас составляет около 90 сантиметров, но с каждым днем она уменьшается. Это средняя. Где-то есть промоины, где-то лед еще крепкий, но лучше не рисковать, не выезжать на лед на технике. Также предусмотрено административное наказание в виде 4000 рублей штрафа за несанкционированный выезд на лед. В Нюрбинском передвижном драмтеатре покажут спектакль, посвященный общественному и политическому деятелю Степану Васильеву. Пьеса написана племянником, ветераном госслужбы Эдуардом Даниловым. Произведение основано на исторических фактах. Все документы взяты из архивов. А над самой пьесой трудились местный писатель Николай Семенов и заведующая литературной частью театра Мария Семенова. Зрителям покажут ожившую картину того времени. Есть моменты детства, студенчества. Прекрасно показана жизненная сторона, любовь Степана Васильева. Кроме всего этого, режиссер Алгыс Макаров полностью раскрыла непоколебимый характер и крепкий дух главного героя.
Было очень много работы, было сложно, тяжело, потому что это исторический факт, это биографическое, да, это все было уже по-настоящему, все вот было. Я думаю, вот с этой задачей мы справились. Мы максимально, ничего не меняя, там, как все было, начиная с его детства и заканчивая, вот, где вот он попал в тюрьму, да, лагерь. Там все полностью мы подробно рассказали. Юбилей Якутии посвятили турниры во Владивостоке. Интерволейбол проходит ежегодно, объединяет команды студентов разных национальностей. В этом году в празднике спорта приняли участие команды из Приморья, Бурятии, Тувы, Армении и, конечно, Якутии. В зале медуниверситета развернулись зрелищные спортивные баталии. Болельщики шумно поддерживали свои команды. По итогам матчей победу одержали мужская команда бурятов и женская команда приморцев. Победители и призеры получили памятные подарки, а лучших игроков отметили индивидуальными наградами. Мы спортивные мероприятия проводим каждый год, и каждый год меняем вид спорта. В этом году волейбол, в следующем планируем футбол и так далее. Изначально организаторами таких спортивных мероприятий были 3 организации. Это якутская, тувинская и бурятская. А в этом году организаторы только мы. Традиционно всегда участвуют Бурятия, Тува, а также Приморский край, разные наследия и города. Мы вернемся к новостям чуть позже. Оставайтесь с нами. В честь столетия Якутской АССР в Мумском районе молодежный десант совершил восхождение на потухший вулкан Балагантас. Участники преодолели почти 200 километров по горам, чтобы добраться до горной вершины высотой 908 метров над уровнем моря. Это не первое восхождение молодежного десанта. В прошлом году участники акции водрузили самый большой флаг Момского района на вершине Ю-горы в честь празднования 90-летия образования Момского района. Участники десанта получили незабываемые впечатления на всю жизнь, зарядились энергией гор, собственными глазами увидели красоту родного края. Какие потрясающие кадры, Руслан. Ты ведь недавно совсем побывал в командировке в этом прекрасном месте. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Да, действительно. Вот я сейчас смотрю, мы, кстати, проезжали и видели вот этот потухший вулкан, но мы были проездом. А поднимались мы на Ю-гору, это символ Момского улуса, села Хану. То есть это впечатление незабываемое. Я думаю, те, кто смотрел передачу «Испытанно на себе», тоже знают, о чем я говорю. Вот вокруг поднимаешься, вокруг смотришь, просто неописуемая красота. Вот эти Момские горы, хребты, просто незабываемо. До сих пор вот нахожусь под впечатлением. Но я думаю, что для тех, кто любит красоту, да, сейчас самое время переместиться в Ленинградскую область. Наступила весна, и весна в Петергофе — это сезон фонтанов. На днях состоялось официальное его открытие, чем порадует петербуржцев и гостей столицы известный музей-заповедник. Подробнее в следующем материале. В Петергофе открылся сезон фонтанов. Летний сезон в музее-заповеднике посвятят юбилею со дня рождения Петра I. В этом году будут запущены все 150 фонтанов и 4 каскада, в том числе те, которые прошлым летом находились на реставрации. Будут работать все фонтаны. Мы тоже открыли в прошлом году 2 фонтана. Все фонтаны работают. В Оренбауме откроется китайский дворец, откроется северная анфилада после реставрации, и долгожданная наша катальная горка будет открыта в июле месяце.
Фонтаны Петергофа, насчитывающие 300-летнюю историю, до сих пор управляются исключительно с помощью ручного труда. Уникальность водоподводящей системы как памятника истории и культуры – отсутствие насосных станций. Благодаря остроумию инженерной мысли вода течет за счет естественного перепада высот. Несмотря на тяжелую ледовую обстановку, которую нам обстояло справляться в этом году, мы все сделали согласно регламенту и согласно установленного числа открытия фонтанного сезона в этом году. Проводились очень большие работы в течение всего зимнего сезона. Это подготовка и фонтанной всей системы, подготовка водозапорной арматуры. Проводилась реставрация фонтанных труб, фонтанных насадок. Фонтаны будут работать ежедневно с 23 апреля по 16 октября. Также гости Петергофа смогут посетить музеи комплекса, открывшиеся впервые с начала пандемии коронавируса. Житель Челябинска Руслан Вазиев очищает от мусора реку при помощи магнита. У Руслана необычное хобби. Он вылавливает тот самый мусор из местной реки Миас при помощи магнита. Наши коллеги пообщались с мужчиной и узнали о деталях такой нестандартной очистки. У жителя Челябинска Руслана Вазиева необычное хобби. Он вылавливает мусор из местной реки Миас при помощи магнита. Журналисты пообщались с мужчиной и узнали о деталях такой нестандартной очистки. Заняться магнитной рыбалкой мужчину побудила экологическая ситуация в городе. Просто у нас в Челябинске и так экология очень сильно страдает. Из-за производства, из-за людей. А тут просто их хобби – почистить реку, потому что я здесь рядом живу. Мы сходим сюда с ребенком гулять. Вот. И отдых, во-первых, и сама тренировка. Именно руки тренируешь, потому что магнит тяжелый, около 1,5 килограмм. И в день, допустим, я его кидаю от 100 раз и более. По словам рыбака, главное в таком виде деятельности – осторожность. Самое главное в магнитной рыбалке, сейчас это так называется, именно меры предосторожности, чтобы не повредить руки, потому что в воде много всякой арматуры, вплоть до того и лезвия попадаются. Надо руки беречь. Для чистки реки Руслан использует поисковый магнит, сила тяги которого составляет около 400 килограмм. Это называется именно поисковый магнит. Такими поисковыми магнитами пользуются и поисковики, которые по Великой Отечественной, Второй Великой Отечественной именно занимаются поиском. Вот мы с вами, как я и говорил ранее, выловили не только крышки, но и полиэтилен. По словам мужчины, уловом часто оказываются разнообразные крышки от бутылок, лезвия, монеты и замки. Несколько раз у мужчины получалось достать мусорное ведро, системный блок и даже компьютер. Разные бывают, потому что река у нас грязная, поднимается очень много мусора. Это и полиэтилен поднимается, и всякого рода бутылки, именно пластиковые, которые не магнитные. Тут 50 на 50. Кто-то вот ты загаживаешь всю набережную, потому что по лету это водоросли, то есть они все равно напутываются на магнит. Я их стараюсь обратно выкидывать, но половина не долетает просто, либо из-за ветра, либо из-за чего-то. А все в основном довольны, что вот правильное дело делаешь. Некоторые подходят, говорят, ну нет, ну ты один ничего не сможешь добиться. Ну, я не унываю. Было. Кроме того, рыбак даже договаривался с местным водителем речной баржи, чтобы совместно использовать судно для более эффективной очистки реки. Это и отдых. Я нахожусь на природе, можно сказать, на улице. Также я люблю с людьми очень общаться. Постоянно кто-то подходит, с кем-то разговариваем, с кем-то знакомимся. То есть тут даже вот просто я рыбачил, мы в прошлом году познакомились с молодым человеком, он тоже занимается магнитной ловлей. То есть уже мы вдвоем и начали периодически выезжать куда-то.
Руслан отмечает, что в основном люди реагируют на его деятельность положительно. Изредка он слышит мнение о том, что в одиночку он попросту не справится. Магнит обязательно ложим сверху, чтобы все наши находки, мусор не примагнитился обратно. Находки мужчина тщательно изучает. Так, у Руслана за более чем 2 года занятия магнитной рыбалкой скопилась коллекция монет. Он рассказал, что мечтает найти редкую 100-рублевую монету 93-го года выпуска. У моего тезки в Челябинске очень интересное хобби, необычное. Не хочешь ли ты взять пример с него, Руслан, и попробовать очистить, ну, допустим, наше Талое озеро? Да, я даже не представляю, что можно найти, но я думаю, что это интересное, конечно, занятие. Ну, к этому надо подходить как-то так достаточно основательно. Сколько уже? 2 года, получается? Да, то есть это должна быть не разовая акция, да, Руслан, а такая продолжительная. Я думаю, возьмешь себе на заметку, как минимум. Ну, причем интересно было написано, что он рыбак. Может, надо было написать металлический рыбак или магнитный рыбак. То есть, ну, а сегодня, кстати, какой день? 26 апреля. Сегодня, друзья, Международный день интеллектуальной собственности. Собственность бывает разная, в том числе интеллектуальная, и этот день предоставляет возможность подчеркнуть именно значение инноваций в повседневной жизни людей. Ну а какие еще интересные даты и события произошли в этот день, далее в нашей рубрике. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Эту дату установила Организация Объединенных Наций. Также сегодня Международный день интеллектуальной собственности. В России 26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Кроме того, 26 апреля – День нотариата и День сметчика в России. По народному календарю, если была звездная ночь, то год будет урожайным. Если атмосферное давление в течение 1-2 дней то возрастает, то падает, клев рыбы ухудшается или прекращается совсем. 26 апреля 1658 года главную башню Московского Кремля переименовали в Спасскую. До этого она называлась Фроловская. 26 апреля 1792 года день рождения революционного гимна «Марсельеза». Окончательно мелодия была утверждена в статусе государственного гимна Франции в 1887 году. В 1986 году в этот день произошла авария на Чернобыльской АЭС. На 4-м энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. 26 апреля 1991 года в СССР принят закон о реабилитации репрессированных народов. В 1997 году в этот день в России учрежден Орден за милосердие и исцеление. Инициатор этой награды – Российское медицинское общество. 26 апреля 121 года родился Марк Аврелий, римский император, философ. В 1575 году в этот день на свет появилась Мария Медичи, королева Франции, мать Людовика XIII. Именины в этот день празднуют Георгий, Дмитрий и Марфа. Во многих уголках страны жизнь без железной дороги сложно представить. Завоз угля и продовольствия, доступность транспорта, железная дорога выводит экономику совершенно на новый уровень. В 1992 магистраль пришла в Алдан. В 2015 первый поезд прибыл в Нижний Пестях, но о завершении укладки железнодорожной линии говорить преждевременно. Строительство дороги планируется до Якутска и до Магадана. В канун праздника с железнодорожниками встретились наши алданские коллеги. 30 лет назад эту местность впервые огласил протяжный гудок тепловоза. В Алдан пришел первый поезд. Тогда, в декабре 92-го, здесь было только разработанное земельное полотно. Перрон, как и вокзал, еще предстояло построить. Сегодня станция Алдан является узловой, а строительство железнодорожной линии Беркакит-Тамот началось в 1985 году. Аям называют младшим братом БАМа. Амуро-Якутская магистраль унаследовала лучшие черты и традиции стройки века, воплотившиеся прежде всего в людях. Работали сплоченно, рабочими коллективами. Надо сказать, что вот та закалка, которая была на БАМе дана, когда именно сплоченные рабочие коллективы, бригады были основой рабочего класса на строительстве. Завершающий этап строительства железнодорожной ветки Беркакит-Тамот проходил в сложных условиях. Перебои в финансировании, задержки заработной платы, недостаточное снабжение – это лишь некоторые реалии последнего десятилетия прошлого века. И открытие линии стало настоящей победой.
Необходимость железной дороги для Якутии, она была настолько очевидна и настолько сильна для каждого жителя республики, для, значит, ведомств, руководителей, что в принципе те, кто пытались противостоять этому, они всегда проигрывали. В 2004 году появилось наконец-то постановление о строительстве железной дороги Томот-Кердем. Вот, и тогда мы в 2005 году уже стремительно пошли без стяху. Строительство железной дороги велось круглогодично. Вырубка просеки, отсыпка путей, укладка рельсов. Процесс не останавливался ни в жару, ни в мороз. Порой очень осложняли строительство геологические особенности. Это район села Качекацы. Порядка 70 километров пути запроектировано было на земполотне, которое состояло на 60-70% из мелких частиц льда. Так называемый ледовый комплекс. И, конечно, перед инженерами, проектировщиками и перед строителями стояла задача сохранить эту мерзлоту в основании, чтобы железная дорога в дальнейшем не деформировалась. Строительство железной дороги Беркакит-Томот-Бестях продолжалось 34 года. На темпы укладки влияла экономическая ситуация. Разные были темпы, но вот я вам назову рекордный. Это 2008 год, когда мы пошли с укладкой пути 180 километров. Это вполне бамовские темпы. Вот, и если такими темпами двигаться, например, в сторону Магадана от станции Бестях, то можно, в принципе, за 10 лет до Магадана дойти. Востребованность железнодорожного транспорта у населения растет, и пассажиропоток увеличивается. Открываются новые направления движения поездов. В Якутию доставляются большие объемы угля и различных видов грузов, в первую очередь народно-хозяйственного значения. Между тем, о завершении строительства сегодня говорить преждевременно. Железнодорожники, транспортные строители уже смотрят в сторону Магадана, вот, в сторону Якутска. Надо обязательно добиться, чтобы железная дорога зашла в Якутск, иначе, значит, проект наш, он реализован не до конца, экономический эффект получается не до конца. Во множестве уголков страны жизнь без железной дороги немыслима. С одной стороны, функционирование магистрали выводит экономику на более высокий уровень. С другой, строительство железной дороги дает импульс к появлению на карте страны новых населенных пунктов. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Действительно, вот на наших глазах, да, делается история. Мы уже смотрим на кадры, буквально, которые были несколько лет назад, уже как на архив, как уже на историю. Кстати, про историю, про книги хотелось бы поговорить. Даша, что ты последний раз читала? Я прочла недавно совсем роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». И знаешь, что такое? Интересное произведение, немножко, конечно, фантастики, но когда вот хочется абстрагироваться от внешнего мира, мне кажется, подобная литература – это такой очень хороший вариант расслабления и немножечко такого, знаешь, ну, научного, может быть, какого-то понимания. Ну, действительно, и почему я спросил? Дело в том, что сегодня день нашей традиционной рубрики, которая называется «Книжная полка». И сегодня мы познакомим вас с творчеством известного российского писателя Олега Роя. На счету российского писателя больше 150 произведений. Это психологические романы, истории любви, детские стихи и сказки. Многие книги переведены на иностранные языки и экранизированы. Доброе утро. Олег Рой – российский известный писатель и сценарист. Член Союза писателей России и Европы, обладатель Золотого рыцарского креста доблести и чести. Олег Рой при рождении Олег Резепкин. Появился на свет 12 октября 1965 года в городе Магнитогорск. Окончив педагогический институт и проработав некоторое время директором школы-интернат, решает эмигрировать в Швейцарию, где прожил более 10 лет. Именно на эти годы пришелся его дебют в литературной среде. Первым романом, вышедшего из-под пера Олега Роя, стало произведение «Зеркало». Но сегодня речь пойдет о другом его романе, который называется «Тот, кто стоит за плечом». В этой психологической прозе затронуто много современных и актуальных проблем. Я бы посоветовала родителям дать прочесть эту книгу выпускникам, поскольку здесь затронуты такие темы, как ответственность, тема выбора, любви и других зависимостей. Книга сложная, заставляет о многом задуматься, но при этом читается очень легко. Книга о любви, верности, дружбе, предательстве, жизни и смерти, о взаимоотношениях взрослых детей. Это история простой семьи, история о том, как легко может измениться жизнь человека в один миг. Главный герой романа Николай спивается и уходит из семьи. И все заботы о дальнейшей жизни ложатся на плечи его сынишки Сашки Сазонова и Ольги, матери-подростка. Главная героиня романа Ольга переживает боль потери мужа, который ушел из семьи. Казалось бы, нет такой силы, которая смогла бы помочь превозмочь это чувство. Однако все силы заложены
заложены в самом человеке, в его мечтах и преданной любви к своим близким. Роман многоплановый о подростках, их поисках себя, своего места в жизни и первой любви. О том, как легко потерять это хрупкое чувство, встав на путь обогащения. Безусловно, красота играет важную роль в жизни человека, но ничто не сможет заменить доброго сердца, искренности и умения переживать. Красавица Лилька, первая Сашкина любовь, отказывается от него ради престижа. Именно этот шаг отзовется в будущем ей большим горем. Но, увы, девочке уже никто не сможет помочь. Многое предстоит переосмыслить и самому Сашке Сазонову, пока он не нащупает верные пути решения проблем. Шаг за шагом, виток за витком идет наш читатель вместе с автором к пониманию того, что наше настоящее и есть основа нашего с вами будущего, создает его по крупицам, как мозаику. Какое же будущее ждет наших с вами героев, вы узнаете, прочитав эту замечательную книгу. Книга хороша для прочтения как для старшего поколения, так и для подростков. Приятного чтения! Ну что, друзья, мы, кстати, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и у нас работает также телеграм-канал, на который сейчас пришло поздравление, которое мы с огромным удовольствием зачитаем. Доброе утро, Якутск! Сегодня у наших внуков двойняшек день рождения. Даяне и Данилу исполнится 5 лет. Желаем расти здоровыми, счастливыми, добрыми ангелочками на радость маме и папе. Крепко обнимаем, целуем, бабушка и дедушка. Вот такое вот милое поздравление, к которому мы с огромным удовольствием присоединяемся. Ну а мы движемся далее. Одна из любимых рубрик наших телезрителей – это рубрика «Говорим правильно». Сегодня с нашим экспертом, кандидатом филологических наук, мы поговорим о морфемах. Доброе утро, дорогие телезрители! Во время наших встреч мы с вами обычно говорим о словах или об устойчивых словосочетаниях или фразеологизмах. Но слово не является элементарной единицей языка, которую дальше нельзя разделить на другие более мелкие элементы. Слово состоит из кирпичиков, которые его образуют. Эти кирпичики называются части слова или морфемы. Морфема может или образовать новое слово, или слегка изменить значение. Например, стол и столик, арбуз и арбузище, читать, прочитать, пароход и пароходный. Многие морфемы в русском языке существуют в нем всегда. Например, приставки «за», «от», «над», «пере» всегда были в русском языке. А есть и такие, которые русский язык заимствовал из других языков. Например, приставка «анти», которая пришла из греческого языка. Она придает слову значение или отрицания, или противодействия чему-либо. Поэтому существуют такие слова, как античастица или антинаучный. А еще у этой приставки есть русский синоним. Это приставка «противо». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Уже завтра мы отмечаем важную дату в истории нашей республики. Установление автономии – это один из самых важных и ключевых моментов в истории. Этой торжественной дате посвящается новая кинокартина режиссера Никиты Аржакова, созданная по сценарию культового драматурга Василия Харысхала и известного историка Андриана Борисова. И сегодня у нас в гостях Никита Аржаков, режиссер фильма «100 лет мечты». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Когда вы работали над фильмом «Тыгын Дархан», в одном из интервью вы рассказали о том, что этот фильм вы снимаете специально для будущего поколения, чтобы у них была возможность, да, посмотреть и узнать, от кого они произошли, и историю свою. Да? С каким посылом вы снимаете фильм «100 лет мечты»? Ну, примерно тот же посыл остается, но прибавляется еще. Мы пытались в этом фильме рассказать как зарождалась автономия, сколько было партий, сколько было течений, какова была жизнь якутян в то время, какие люди работали. И мы основывались на работе Платона Юнского «100-летний великий план», да, где он практически до 2017 года строил планы, что там будут стройки идти и так далее. И второй аспект – это мы как бы пытаемся передать то восхищение нашими, значит, вот этими деятелями старшими, да, которые, они ведь были очень молодые ребята, 20 с небольшим.
И они, значит, возглавили в то время республику. Это были очень яркие, талантливые ребята. И вот ихняя мечта, которая вот адресована ныне живущим людям, да, вот это, мне кажется, исполнилось. Получилось. Получилось, и теперь стоит задача, а как еще 100 лет? Кто это будет нести ответственность, и кто будет делать этот план? То есть столетия позади, а и еще как бы смотрим в будущее, да, на примере наших соотечественников. Да, да. Скажите, вот сейчас в развитии якутского кинематографа началась, можно сказать, новая глава, да? Как вы думаете, по вашему мнению, с чем это связано? Новая глава развития. Ну, во-первых, значит, я всегда говорю в своем интервью, да, это все-таки было заложено в 1992 году указом нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, который вот сейчас мы пожинаем эти плоды, да. В 1992 году была создана национальная кинокомпания «Сахафильм». Это был очень такой рискованный шаг в 90-е годы, но тем не менее жизнь доказала, что оно имело быть право, да. Вот. И я это связываю только с этим. И, ну, сама жизнь, она идет вперед, технологии развиваются, молодежь хочет самовыразиться. Это все такой большой компонент получается. Ну а вообще за время работы над этим фильмом, да, «100 лет мечты», узнали ли вы какие-то новые исторические моменты или, допустим, наоборот, несовпадения, да? Ведь это огромная работа была над архивными данными, над историей. Да, этот сценарий, значит, написал, вот, как вы сказали, Василий Харасхал, да, к сожалению, рано ушедший от нас, а продолжил это доктор исторических наук Андриан Борисов. Конечно, он как историк и Василий, вот, они проделали огромную работу. Я вот так вот сейчас затрудняюсь сказать, что я что-то нашел, какие-то изменения в истории. Мы пошли по стандартному пути. Ну вот сейчас мы видим кадры из этого фильма, да? Вот почему, как думаете, якутяне должны вот обязательно посмотреть этот фильм? Ну, во-первых, конечно, историю-то надо свою знать. Вот, историю свою надо знать. И 100 лет – это ведь очень такой, ну, очень большой символический возраст. И вообще вот окунуться в историю, чтобы пройти еще там несколько шагов вперед. Это вот мировая практика. Вот во время съемок данного фильма, да, были ли какие-то сложности? Вот что было самое сложное в производстве фильма? Ну, любой документальный фильм, он интересен, если там есть игровые, да, ну, синтез игрового кино и документального. Конечно, у нас игровых моментов много. Вот. И конечно, как всегда, это стандартные трудности, которые мы преодолеваем практически на каждой картине. Да? Это собрать людей там, и так далее, и так далее. Но я очень благодарен Степану Ивановичу Москвитину, это директору, да, Центра аудиовизуального наследия, и всей моей съемочной группе. Это оператор Роман Слепцов, это весь организатор, это Марина Калинина, монтажер Мария и много-много людей, которые работали. И этих трудностей я так сильно и не ощущал, потому что они все профессионально готовили. То есть команда у вас была слаженная? Да, слаженная работа. Сегодня уже буквально вечером, да, состоится презентация фильма? Да, 18:00 в кинотеатре «Лена». Зрителей я приглашаю сегодня на премьеру. То есть билеты в продаже еще есть? Да. Хорошо. А вообще, на ваш взгляд, да, в ближайшие, допустим, ну, 10-20 лет, что ждет наш якутский кинематограф? Ну, я считаю, что сейчас вот период, он должен пройти такого восхищения и
так далее, да. Но это кино, оно тоже как человек, оно растет. 5-летний ребенок, там надо в школу закончить, в детсад пойти, потом в школу и так далее, да. Поэтому ждет становления зрелости. Зрелости. Да, мы должны снимать очень большие картины, как российское кино, как советское кино, да. Есть о чем снимать, есть хороший материал. Поэтому, я думаю, пойдет вот на укрупнение. Спасибо большое, Никита, что посетили наш эфир. А мы напоминаем, что сегодня в нашей студии был режиссер фильма «100 лет мечты», премьера которого состоится сегодня в 18:00 в кинотеатре «Лена». И, конечно, мы призываем всех наших телезрителей, кто сейчас находится у экрана телевизора, обязательно посетить это, потому что действительно это интересное произведение, да, это интересная работа, и обязательно историю должен знать каждый. Да, и в продолжении темы к столетию Якутской ССР в городе Алекминске прошел этноквест для молодежи района. Организаторами выступили отдел молодежи, а их главными помощниками с организаторами выступили ребята вожатского отряда «Альтаир». Подробнее в нашем следующем сюжете. Этноквест собрал в зале спортивного комплекса «Чараита» чуть меньше сотни ребят. Отдел молодежи Алекминского района совместно с вожатским отрядом «Альтаир» организовали экскурс по национальному составу республики. Вожатский отряд «Альтаир», они сегодня наши помощники, помогают нам организовать данное мероприятие, являются теми организаторами, которые сделали, то есть подготовили станции для наших участников, станции по народностям, приготовили для участников викторину и небольшие народные состязания. В Алекминском районе бок о бок проживают представители десятков национальностей. Практически никто уже и не задумывается, кто сосед по дому или коллега. Ну, это очень довольно-таки интересно представлять такую вот культуру, как Северный Кавказ. Потому что много обычаев, много правил, например, там, игр, там, ну, по-разному. Между тем, интерес к культуре позволяет узнать много нового. Зацепило то, что продолжаются вот эти вот национальные игры, традиции показываются людям, которые другой национальности. Они как бы узнают, что, как, где сходится, возможно, где-то в играх, в традициях. Коммуникативный навык общения. Мы с ребятами только сегодня познакомились и уже как-то почувствовали себя в команде. И второй навык – это познание каких-то новых интересных фактов о наших народах, которые населяют наш район. Кроме этого, стоит вспомнить, что длительное время возможностей вот так весело провести время всем вместе просто не было. Поэтому даже само общение стало огромным плюсом. Кто-то еще хочет сыграть? Девочки? Давайте я. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Вообще очень хорошее событие. На мой взгляд, все, что делается, допустим, в школе, это вообще запоминается на долгие-долгие года. Вот. И хотелось бы, чтобы побольше таких мероприятий проводилось в наших школах, в университетах. Действительно, и счастливые лица ребят, да, которых мы видели сейчас в этом сюжете, это яркое доказательство того, что им нравится все, что происходит для них, и, конечно, им интересно. Свое время, ты помнишь, вот, допустим, одно из самых ярких, допустим, моментов в твоем школьном, таком, знаешь, ну, вообще, время? я сейчас вспоминаю, да, вот такой неожиданный вопрос немного, но это были 90-е годы, это школы, тогда было так модно называть, знаешь, такие вот экономический уклон, да, вот, человек должен быть, выпускник должен быть банкиром в будущем, да, там, и у нас, я также учился в банковском классе, он прям таки назывался, хотя по факту это был такой больше как математический, да. Главное вот. назвать хорошо. Я, да? кстати, помню, что вот, почему я сказал, что школьные мероприятия запоминаются нам прямо на целую неделю. Приехали в гости, прям специальные такие, вот, как учителя, преподаватели. Они делали, нас полностью освободили от всех уроков, и мы вот 2 класса участвовали в экономических играх. То есть, да, там прям вот все, и основы биржевой экономики, да, вот это все мы буквально реально на спичечных коробках это все нам объяснялось, и мы там торговали, продавали, что-то делали. То есть, очень интересно, теме, да? Да, было очень интересно.
Ну вот видишь, как здорово. Значит, все-таки педагогический состав старался как-то вас заинтересовать и немножко отвлечь от основного учебного процесса, и тем самым это осталось на дать себя. новые знания, да. Но, друзья, сейчас мы узнаем самые актуальные новости. К этому часу мы передаем слово нашим коллегам. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. План завоза топлива в арктические районы выполнен. Об этом сообщили в ГУП ЖКХ Якутии. До мест назначения перевезено почти 228 тысяч тонн топлива. Из них 187 тысяч тонн угля и 40,5 тысяч тонн жидкого топлива. Таким образом, 14 филиалов организации обеспечены запасами топлива до следующего открытия автозимников. Всего в период зимнего сообщения до производственных филиалов доставлено более 600 тысяч тонн топливных ресурсов. Процедура по замене водительских прав пройдет автоматически. Напомним, российские водительские удостоверения, сроки действия которых истекают до конца следующего года, будут продлены автоматически на 3 года. Таким образом, автовладельцам разрешено ездить со старыми правами. В ГИБДД Якутии отметили, что обращаться в отдел с обращением о замене водительского удостоверения не нужно. Процедура пройдет автоматически. Принимать документы у водителей будут со старым сроком, если того требует ситуация, сверять их по базе. Уникальную ювелирную выставку представят жителям республики. Экспозиция «Национальные сокровища России. Москва-Якутск» размещена в залах сокровищницы республики в столице региона. Мероприятие посвящено празднованию столетия образования Якутской ССР. Так, посетители выставки смогут увидеть 15 крупных именных алмазов, добытых в Якутии. Часть из них названа в честь великих деятелей республики – Платона Аюнского, Максима Амосова, Исидора Барахова и Степана Аржакова. Центральной частью экспозиции стал символ власти российских монархов – большая императорская корона, держава и скипетр. Кроме того, Гохраном России представлены изделия ювелирного искусства, которые также изготовлены из якутских алмазов. Кроме того, и изделия достаточно искусства, которые были и в предыдущие века. Надо сказать, что выездная выставка Гохраном России производится второй раз за время своей истории. И мы выражаем признательность Минфину Российской Федерации, Гохрану России. Ну а в День Республики 27 апреля в Музее «Россия. Моя история» откроется уникальный мультимедийный проект «Путь Эллея. Геокультурные образы». По словам организаторов, это будет зрелищное представление, созданное с использованием самых современных технологий. Оно повествует об истории Якутии со времен Эллея до наших дней в хронике событий. В одном творческом пространстве соединятся и архивные киносъемки, и анимация, и мультимедийные технологии. Над созданием проекта больше года работал большой коллектив. Идут последние технические приготовления, и 27 апреля в 10 утра выставка откроется для посетителей. Рассчитываем на широкий круг посетителей, то есть на самый широкий. То есть и дети, и взрослые, и среднее поколение, они могут прийти с семьями, с детьми, посмотреть, принять живое участие. И кроме всего этого, планируется проведение разноформатных мероприятий в стенах этой экспозиции. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Посвятили юбилею Якутии и турнир во Владивостоке. Интерволейбол проходит ежегодно и объединяет команды студентов разных национальностей. В этом году в празднике спорта приняли участие команды из Приморья, Бурятии, Тувы, Армении и, конечно, Якутии. В зале медуниверситета развернулись зрелищные спортивные баталии. По итогам матча победу одержали мужская команда бурятов и женская команда приморцев. Победители и призеры получили памятные подарки, а лучших игроков отметили индивидуальными наградами. Мы спортивные мероприятия проводим каждый год, и каждый год меняем вид спорта. В этом году волейбол, в следующем планируем футбол и так далее. Изначально организаторами таких спортивных мероприятий были 3 организации. Это якутская, тувинская и бурятская. А в этом году организаторы только мы.
Традиционно всегда участвуют Бурятия, Тува, а также Приморский край, разные наследия и города. Я все жду, не дождусь, когда можно будет в спортивные игры играть уже на улице. Да? Вот у нас наступает весна, сейчас все подсохнет и будет прям красота. Да, волейбол любишь? Волейбол люблю, но редко играю. Редкая игра. Ну, на этом время нашего эфира утреннего подходит к концу. Мы хотим напомнить вам, дорогие телезрители, о том, что завтра у нас будет необычный эфир, он будет праздничный. Нас ждут очень много интересных моментов, прогулка по историческим местам нашей столицы. Обязательно будут интереснейшие гости и, конечно, будут небольшие сюрпризы для вас. Да, в общем, завтра в 7 утра мы также ждем вас на канале Якутия-24, на каналах НВК Саха. Смотрите и, конечно же, поздравляем всех с наступающей знаменательной датой. Желаем вам бодрого настроения, отличного дня. Ну и, конечно, не забываем о том, что у нас есть обратная связь. Отправляйте ваши поздравления, будьте активны, мы всегда рады. И, конечно же, ждем вас в это же время на этом же телеканале уже завтра. Ну что, друзья, до новых встреч и всем отличного настроения.